Вот что значит быть лидером. Дню рождения любой другой организации в Абхазии не придают особого значения. Но Аквафон совсем другое дело. За годы своей работы обычный корпоративный праздник стал по-настоящему всенародным. О нем знают, его ждут, а все потому, что без этой компании уже не представляют своей жизни. Мобильная связь, скоростной интернет, множество различных услуг. Для большинства жителей республики это главный критерий выбора в пользу Аквафона. И цена нравится, и вообще связь очень хорошая. Мне очень нравится связь, которую они предоставляют. Также 3G модем. Я пользуюсь интернетом, все очень нравится. Я хотела бы их поздравить с 8-летием. Это очень хорошая компания, прекрасная. Мы очень довольны. И связь нормальная, всегда хорошая. Хотела бы поздравить. Вот. А что касается каких-то пожеланий, то вроде бы жалоб нету. Меня устраивает эта связь. Чтобы слово «устраивает» могли сказать десятки тысяч абонентов, Аквафон прилагает колоссальные усилия. Компанию по праву можно назвать передовиком национальной экономики, причем по многим факторам. Во-первых, по внесению налогов в бюджет республики. Во-вторых, по количеству реализуемых социальных проектов. Ну и, пожалуй, самое главное – в области внедрения современных технологий. За Аквафоном уже давно закрепилась репутация самой продвинутой компании. И с этим не поспоришь. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что за компанией Аквафон уверенно закреплены позиции лидера телекоммуникационной отрасли Республики Абхазия. Аквафон по традиции первым внедряет самые передовые технологии, и доказательством тому служат наши достижения. Достижения 2011 года действительно впечатляют. Запуск проекта прокладки оптоволоконной магистральной сети от ПСОУ до Сухума, строительство базовых станций 4G, покрытие мобильной связью всего Кодорского ущелья, увеличение количества центров обслуживания. Это только небольшая часть уже реализованных проектов. А ведь на дворе только июль. До конца года планируется внедрить еще десятки технических ноу-хау. Аквафон не собирается останавливаться на достигнутом. И это главный принцип в работе компании. Я бы хотела, знаете, чтобы дешевле был бы интернет. Вот что бы я хотела. Обязательно будет дешевле, обещают в компании. Для этого Аквафон собирается тянуть оптоволокно из России. Специалисты уже приступили к проектным работам. Но снижение тарифов за пользование интернетом не единственный плюс. Заметно увеличится скорость, а стало быть и объем передачи данных. Это в перспективе, пусть и самой недалекой. Но ведь абоненты ждали приятных сюрпризов специально ко дню рождения. И компания не подвела, предложив новую программу «Аквабонус». Теперь за пользование мобильными услугами связи Аквафон наши абоненты будут получать бонусные баллы. И при помощи несложных USSD команд вы сможете их обменять на бесплатные минуты общения внутри сети Аквафон, пакеты ММС, СМС и интернет-трафика. Бонусные очки, а значит дополнительные минуты общения, получат не только самые активные пользователи, но также ветераны Аквафона. За верность компании они тоже будут вознаграждены бесплатными пакетами СМС, ММС и интернет-трафика. Для этого достаточно быть абонентом компании. Впрочем, главный подарок сотовый оператор сделал сам себе, отстроив административно-технический комплекс. За рекордные 11 месяцев на заброшенном пустыре появилось современное здание в стиле хай-тек. Новоселье справили 24 июня. Сейчас здесь заканчивается наладка оборудования, хотя сами абоненты переезда не ощутили. Здание большое, сложное в техническом плане и много людей надо было перевести. То есть вот сейчас организовываем последние штрихи. В 2-3 разных местах находились, то есть нам пришлось собирать и сеть компьютерную в одно место, и какое-то оборудование. И вот надо было не разрушить старое и построить новое. На административно-техническом комплексе масштабные стройки Аквафона не закончатся. Скоро откроются 3 новых центра обслуживания абонентов. 2 из них расположатся в Сухуме, на турбазе и в районе Универсама. Жителей и гостей абхазской столицы ждет настоящий праздник. Не менее торжественно презентация центра обслуживания будет проходить в Гале, где сейчас тоже завершаются строительные работы. Основная цель, которую мы ставим перед собой, открывая новые центры обслуживания, это максимально приблизить услуги компании к нашим абонентам. Мы заботимся о том, чтобы наши абоненты в своем районе на местах оперативно и в комфортных условиях могли решить любые вопросы обслуживания.
По всем возникающим вопросам можно обращаться не только в центр обслуживания. Аквафон планирует запустить новую услугу для своих абонентов – консультации по телефону. По специальному номеру 999 99 99 можно будет звонить после решения всех технических вопросов, пока услуга работает в тестовом режиме. Но скоро контактный центр будет запущен в полном объеме. Цель которого максимально удовлетворить потребность в информации наших абонентов об услугах нашей компании. То есть все это делается для того, чтобы нашим абонентам было удобно. Достаточно просто позвонить нашему абоненту, и он получит соответствующую консультацию по услугам и по тарифам нашей компании. В ближайшее время мы будем открыты для всех и ждем звонков наших уважаемых абонентов. 15 июля, в свой день рождения, компания не будет проводить масштабных праздничных мероприятий, хотя еще зимы шла подготовка к грандиозному шоу на столичной набережной. Но из-за безвременной кончины президента Сергея Багапша торжественную программу пришлось полностью отменить. Вместо концерта в Сухуми Аквафон собирается продолжить патриотический проект «Исторические знамена Абхазии». Уже изготовлено 2 комплекта древних абхазских флагов для музеев городов-героев Гудаута и Ткуарчал. В рамках проекта компания собирается издать красочный научно-популярный альбом. По заказу компании «Аквафон» научными сотрудниками АБЕГИ составлен научно-популярный альбом с кратким изложением истории Абхазии и иллюстрированным изображениями всех ныне известных флагов. Данный альбом будет выпущен к очередному Дню Победы 30 сентября, и тираж издания составит 3000 экземпляров. Аквафону 8 лет. Всего 8. Почему всего? Просто за такой короткий период реализовать столько проектов по поддержке спорта, культуры, образования очень сложно. Но компании это удалось. Как удалось приобрести доверие и признание абонентов. Пожалуй, это самый главный стимул для большого, профессионального и, что немаловажно, молодого коллектива первого оператора мобильной связи Абхазии. Левон Галустян, Мизан Ломия, Абаза ТВ.